Сегодня я бы хотел поговорить вообще о роли женщины. Или вообще, что такое быть совершенной женщиной. В связи с тем, что у нас вот-вот праздник прошел. И я хочу взять как пример Еву. И Ева, знаете, я просто смотрел вообще искал проповеди про Еву. И, как правило, везде всегда говорится, вы знаете, вот эта тема, что она виновна в грехопадении. Именно она дала яблоко, подбила и так далее. Но я размышлял об этом, вы знаете, Ева была совершенной женщиной. В каком смысле? Ее сотворил непосредственно Бог Отец. Мы коснемся этого. Но прежде чем я перейду дальше, я хочу прочитать одну фразу, очень известный богослов ее сказал. Но перед этим, вы знаете, что вообще такое совершенная женщина? Вообще роль женщины в обществе. Вы знаете, женщина, она призвана быть женой, призвана быть матерью. Вы согласны? И вот, собственно, вот эти роли мы и посмотрим. И один известный богослов, он, знаете, сказал, что самое важное, что отец может сделать для своих детей, это любить их мать. Я хочу, чтобы вы эту мысль вместо эпилога такую держали, вроде бы про женщину, но тут отец. Но на самом деле это так. Самое важное, что отец может сделать для своих детей, это любить их мать. И вот с этой мыслью я хочу поговорить сегодня о Еве. Еще раз, Ева была идеальной женщиной. В этом смысле, что Бог ее сотворил совершенной, женой и матерью. Смотрим. Первое место Писания – это Бытие, 3 глава, 20 стих. Все места Писания я буду читать в современном переводе, перевод Библейской лиги. Адам назвал свою жену Евой, потому что Ева – мать всего рода человеческого. И, как я уже сказал, мне было странно, я поискал в интернете проповеди, посмотрел, и практически нигде не говорится, пару было что-то таких как косвенных проповедей, где говорилось о ее роли как о женщине, как о матери, как о жене. 2 или 3 проповеди только касались вот этой части ее жизни. И единственная часть библейской истории, которую все помнят про Еву, это тот день, когда она сделала неверный выбор и испортила все для всего человечества. И вы знаете, я думаю, что это несправедливо. Я верю, что у первой женщины, которую сотворил сам Бог, и у матери, первой, которая была вообще на земле, можно многому поучиться. Аминь. Она была той женщиной, которую непосредственно сотворил Бог Отец. Я что хочу сказать, что Он ее создал такой, какой она должна быть. В идеале. Бог создал ее такой, какая нужна была Адаму. Давайте посмотрим. Бытие 2 глава, 18 стих. После этого Господь Бог сказал: «Я вижу, что нехорошо человеку быть одному. Я сотворю ему подходящего помощника». Дальше также Бытие 2 глава с 21 стиха. «Тогда Господь Бог погрузил человека в глубокий сон, и пока тот спал, вынул у него одно ребро, а потом срастил кожу в этом месте, откуда он извлек ребро. Господь Бог взял ребро, вынутое у человека, создал из него женщину и привел ее к человеку. Увидев ее, человек сказал: наконец-то! Она такая же, как и я. Кость ее от кости моей и плоть ее от плоти моей. Она взята от мужчины, так назову же ее женщиной». Смотрите, причина вообще изначальная, почему Бог сотворил женщину. Кто помнит вообще книгу «Бытия», сотворение мира, когда Бог, Он творил мир, Он создал свет, создал землю, создал воду, животных. И каждый раз,
когда Бог что-то творил, Он потом смотрел на это и говорил, это хорошо. Он что-то творил, и мы можем посмотреть сейчас вокруг. Все, что Он сотворил, это совершенно, это хорошо. Я последнее время слушаю всякие лекции о космосе, потому что за последний наш век знания, они так далеко продвинулись. Телескопы, которые летят, там, Хаббл, мы видим гораздо дальше сейчас. И на самом деле, вы знаете, люди, они пытаются найти планеты, на которых вообще возможно где-то жизнь. То есть для жизни на какой-то планете что должно быть? Должна быть звезда какая-то, Солнце. Должно быть оптимальное расстояние, так, чтобы и не сильно близко, и не слишком далеко, чтобы не сжариться, чтобы и не замерзнуть далеко, да. С гравитацией все должно быть нормально, атмосфера должна быть, вода должна быть. И вы знаете, что существуют, я не знаю такой цифры вообще, миллиарды планет только в галактике, ну или там звезд. Но помимо этого, это также там миллиарды галактик. И вообще Вселенная, никто не знает, где она заканчивается. Это бесконечно. Ладно, я не хочу как бы сильно погружаться в это, но та мысль, которую я хочу донести, вы знаете, не могут найти больше такой планеты. И за все это время, сколько только сигналов, куда ни посылали, нигде жизни нет больше. Итак, Бог, Он сотворил мир, Он что-то делал, Он говорил, это хорошо. Это хорошо. И единственный раз в главе, когда написано, что что-то было нехорошо, это как раз та причина, почему Бог, Он сотворил женщину. Он посмотрел, и Он сказал, что нехорошо быть человеку одному. И именно поэтому Он сотворил Еву. И смотрите, я хочу донести важную мысль. Ева – это как венец творения. Все, что Бог делал, это было хорошо, но Он потом посмотрел, вообще нехорошо быть человеку одному. Мужчине нехорошо быть одному. И Он создает Еву, создает женщину, и становится хорошо. И это последнее, это как венец творения. Совершенное творение Бога. И вы знаете, я во многом могу какие-то параллели провести. Даже из повседневной жизни сейчас как бы размышлял. Я не утверждаю, что это истина, но я смотрю, вы знаете, если посмотреть на жизнь холостого мужчины, может ли он жить один? Ну, да. Но кто-нибудь бывал в домах у холостяков? Жить можно. Но совершенства, так мягко скажем, нет. Вы понимаете, о чем я? У Бога все совершенно. И женщина, она привносит совершенство, она привносит уют. Приятно смотреть на что-то. Бог, Он как-то наделил вот женщину всем этим. Вы понимаете, вот она привносит совершенство в жизнь. Чтобы жизнь, она была в радость, не просто выживали. Итак, пока Бог не создал Еву, что-то было нехорошо. Когда Он создал, все стало хорошо. Поэтому Ева – совершенное творение Бога. И я просто хочу, чтобы, почему так заостряю, чтобы вы никогда не забывали об этом. И ее брак с Адамом был основой идеального, совершенного брака и является таким по сей день. Давайте посмотрим, что Иисус говорил. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 4 по 6 стих. Иисус ответил. Здесь братья приходили, они там спрашивали, вы помните, про жен, как там разводиться и так далее. Он говорит, разве не читали вы в Писаниях, что в самом начале Бог сотворил людей, мужчиной и женщиной? И сказал, поэтому мужчина оставит отца и мать и соединится со своей женой, и станут двое единой плотью. Так что уже не двое, а лишь одна плоть. То, что соединил Бог, никто не разъединит. Это к вопросу про многоженство, вообще про все. Вы помните, что это Моисей уже потом
по их жестокосердию разрешил разводиться, жен там иметь и так далее. Но изначально, множество имеется в виду, первоначальный Божий план для человека, он создал Адама и Еву. И одна плоть. Он взял ее от его плоти, да, говорит, плоть от плоти моей и так далее. И сейчас мы соединяемся в браке. Одна жена, один муж, одна плоть. Итак, несмотря на все их несовершенства, брак Адама и Евы является для нас образцом того, каким должен быть брак. Какой должна быть семья. Была ли Ева идеальной матерью? Смотрите, Бог ее создал совершенной женщиной изначально. Бог дает, вдохнул жизнь, и у человека есть воля. Да? Смотря на жизнь ее, была она идеальной матерью? Наверное, нет. Ну, сейчас я коснусь этого. Но я вам хочу сказать, что не такой уж и плохой была. И смотрите, я что хочу сказать. Ева не имела своей земной матери, которая могла бы поделиться с ней чем-то, научить ее, наставить, показать, как нужно, как быть женой, какой нужно быть матерью, что делать в каких ситуациях. Она все проходила с нуля. Она была первая. Всему ей приходилось учиться с нуля. И я прочитал у одного человека, я не знаю, не суть кто, но он говорил, что идеальный родитель – это человек, у которого есть отличные теории воспитания детей и нет реальных детей. Потому что когда послушаешь кого-то со стороны, и вот эти все классные теории, как нужно воспитывать и так далее, как правило, у этих людей нет своих детей. Но когда ты их воспитываешь сам, слава Богу, если у тебя есть кто-то, кто тебе может подсказать. Но представьте, если ты вот с нуля, у тебя нет ни на кого посмотреть, не к кому пойти спросить совета, что делать в такой ситуации. И нельзя отрицать тот факт, что Ева, наверное, не была идеальным родителем, потому что в воспитании ее первенца у нее и у Адама, вы помните, не все гладко получилось. Первый сын Каин был не очень хорошим человеком, вырос. Он не принес должной жертвы Богу. Помните, он не мог контролировать свой гнев, он не мог контролировать свой нрав. И во всех своих неудачах или каких-то он постоянно винил своего брата. То есть это был не он виноват, но его брат был виноват. И вы знаете, чем все кончилось. Он убил брата своего. И более того, попытался это еще и скрыть. Каин был неудачником. Но в отличие от него, Авель был замечательным сыном. На самом деле в послании к евреям говорится, можно кого-то попросить, чтобы там снизу не стучали у нас, поэтому надо кого-то, аккуратно только, пожалуйста. У нас слышимость просто труба железная, и у нас каркасы, и все слышно. Давайте посмотрим, что говорится про Авеля, про второго сына Адама и Евы. Евреям 11 глава, 4 стих. Благодаря своей вере Авель принес Богу более угодную жертву, чем Каин. Благодаря своей вере он был превознесен как праведник, так как Бог с одобрением принял его дары. И благодаря своей вере он все еще говорит, хотя и мертв. А еще у Евы родился третий сын, Сиф. Давайте посмотрим, что о нем говорится. Бытие 4 глава, 26 стих. У Сифа также родился сын, и он назвал его Еносом. К тому времени люди стали поклоняться Господу. Вы знаете, в Сифе было что-то такое, что создавало атмосферу, в которой люди хотели поклоняться Господу. То есть
чувствовали потребность призывать имя Господа. И более того, вы знаете, на самом деле, я думаю, что Сиф был настолько ценен, что Бог включил его в родословную Иисуса. И есть два Евангелия, где перечисляются родословные Иисуса. Евангелие от Луки, Евангелие от Матфея. Они отличаются, причем, и кого-то может ввести в заблуждение, но на самом деле одно Евангелие, оно ведет родословную по отцу, то есть по Иосифу, который не был физическим отцом, но был как приемным отцом. Вторая дословная ведется по Марии, да, и она ведется от самого начала. И то есть начинается, вот если мы сейчас посмотрим Луки, я не буду все читать, это 3 глава, Евангелие от Луки, и там все начинается, что сначала вот, что у Иисуса, там был Иосиф, и потом от Иосифа у него был такой-то отец и так далее. И 38 стих, Евангелие от Луки, 3 глава. Каинан был сыном Еноса. Енос был сыном Сифа. Сиф был сыном Адама. Адам был сыном Бога. От Сифа потом из его колена, в том числе, был рожден Иисус. Что я хочу донести? Что я хочу сказать? Вы знаете, да, Каин был неудачником, он был позором, был белой вороной, но следующие 2 сыновей оказались хорошими детьми. И Авель и Сиф, они позволили бы любой женщине, любой матери гордиться ими. Что мы можем подчеркнуть для себя вообще вот из истории Евы? Знаете, во-первых, она была женщиной. Я не знаю, насколько это очевидно, но она была точно такой же женщиной, как и все присутствующие женщины здесь в зале. И она была грешницей точно так же, как и все остальные женщины и мужчины, которые находятся здесь в зале. И Ева, да, она сделала неправильный выбор, и этот выбор причинил боль ее семье, как и всем присутствующим здесь сейчас людям. Но смотрите, это также очень сильно вот коррелирует вот с моим опытом житейским. Долгое время Ева была образцовым детем Божьим. Все у нее было хорошо, и все у нее шло гладко, пока у нее не появился новый друг, который начал ей говорить, и которого не нужно было слушать, а она стала к нему прислушиваться. И он начал ей говорить, что ты что-то упускаешь в жизни. У тебя отняли истинное удовольствие из жизни. Бог солгал тебе. На самом деле Бог, Он не хочет для тебя самого лучшего. Я не знаю, как вы, женщины, может быть, у вас знакомые такие есть. Вы понимаете, о чем я? И она купилась на эту ложь. И она прикоснулась к тому, к чему не должна была прикасаться. Она съела то, чего не должна была есть, да? И из-за того, что она проигнорировала Бога, Его заповедь изначально, она потеряла очень многое. Она потеряла свой дом, она потеряла ближесть к своему мужу, к Богу, и она потеряла ту радость, которая у нее была. Она ходила там беззаботная, никаких проблем не было. И ее грех причинил боль не только ей и ее мужу, но и ее детям на протяжении веков. Что я хочу сказать? Вы знаете, многие родители сталкиваются с теми же проблемами, что и Ева. Они тоже совершали поступки, которые не должны были совершать. Может быть, у кого-то были наркотики, алкоголь. Может быть, спали со всеми подряд. Были неблагочестивыми всю свою жизнь. Так печально, когда родитель, он говорит своему ребенку, что делай, как я говорю, а не так, как я поступал или поступала. Я хочу такой пример привести. Вы знаете, поясню сейчас, что я имею в виду. Есть такой комедийный актер в Голливуде Адам Сэндлер. Может быть, вы его знаете. Сейчас он уже
ну, достаточно взрослый, мы, наверное, ровесники приблизительно. Но я помню на заре, когда вот там 90-е годы, он начинал вообще как стендап-комик в том числе. То есть он был очень успешный стендап-комик, и тогда это еще диски выпускали, такие CD. Он записи свои продавал на CD. И что его отличало, вы знаете, он был страшный матершинник. Ну, то есть какие-то вещи, наверное, были смешные, но матерился он просто безбожно там вообще. И как-то он говорил, что в очередной раз, когда он выпустил какой-то альбом, я просто это, помню, он давал интервью на MTV когда-то, тот еще канал тоже. И он говорил, что вот этот альбом я, наверное, матерюсь еще больше, чем во всех остальных, который у него вышел. И он говорит, что, я не очень кроткий там человек, но на самом деле в обыкновенной жизни, говорит, я гораздо более кроткий. И моя жена, она постоянно ругает меня. Жена была беременная в то время, и она говорит, что у нас вот-вот будет ребенок, и что тебе нужно завязывать с тем, чтобы материться. И потом дальше он размышлял, и он говорил, я представляю, что когда мой сын, когда он родится, и он вырастет, и потом кто-то из его друзей скажет, возьми диск, послушай, что говорил твой отец. И он говорил, что и с этого момента, я думаю, я труп. В том смысле, что я вообще ничего не смогу ему сказать. Я не смогу к нему апеллировать и говорить, что, что ты делаешь, не делай так или делай то, и как-то его поучать. Потому что он всегда сможет мне сказать, ты на себя-то посмотри, ты-то что делал? Когда мы становимся родителями, все наши неверные решения, которые мы когда-либо принимали, совершали какие-то ошибки в прошлом, как правило, они настигают нас. Рано или поздно. И первое, что мы узнаем о Таеве, вы знаете, она была точно такой же женщиной, как и все остальные присутствующие здесь. И она была грешницей, так же, как и все присутствующие здесь в собрании. И она столкнулась со многими конфликтами и теми же ошибочными решениями, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни. Итак, первое, она была просто женщиной. Вторая вещь, которую мы можем извлечь из истории с Евой, заключается в том, что, знаете, Бог создал семью не для того, чтобы матери приходилось растить своих детей в одиночку. Быть мамой – это очень тяжелая работа. Я однажды слышал такую историю про одну женщину. 2 сыновей у нее, как раз такой возраст, и сыновья там приблизительно погодки, и дома постоянно вечный хаос. То есть они ругаются, дерутся, все разносят. И как-то у нее был очень тяжелый день, она сидит вся уставшая, время к вечеру, и к ней зашла подруга. И они сидят в беседке и смотрят на двор, где 2 ее сыновей опять мутузят друг друга, спорят, что-то ломают, разносят. И подруга так сочувствующе на нее смотрит и говорит, слушай, а если тебе пришлось бы начинать все сначала, ты бы хотела иметь детей? И последовала такая долгая пауза. После этого она сказала, да, наверное. Может быть, только не этих 2. Но что я хочу сказать, что быть матерью – это тяжелая работа. И смотрите, Бог никогда не планировал и не хотел, чтобы женщина растила детей в одиночку. Именно для этого и существовал Адам. И Бог ожидал, что Адам будет работать бок о бок со своей женой, чтобы растить детей. И вот одна из печальных истин нашего общества, современного, заключается в том, что мужчины часто ведут себя не так, как следовало бы. Они не выполняют той роли, которую изначально планировал для них Бог. Вы знаете, вот если посмотреть на колонии для малолетних преступников,
Вы знаете, что часто практически всех их объединяет? У них не было отцов. А если даже и были отцы, то это все равно, что их не было. Они либо пили постоянно, то есть они вообще не занимались своими детьми. И это первая причина, почему подростки, когда они уже подрастают, дети, они оказываются там. Хороший отец – это тот, кто помогает своей жене растить своих детей. Хороший отец, он поддерживает свою жену. И наоборот, жена поддерживает мужа. Чтобы они могли построить прочный и безопасный дом для детей. Я вам хочу провести такой пример. Я прочитал эту историю. Один проповедник, он рассказывал историю молодого человека, который однажды нагрубил своей матери. И когда отец узнал об этом, он взял своего сына, усадил его, чтобы немножко с ним поговорить. И сказал ему следующие слова. Сказал, что: сынок, я хочу, чтобы тебе кое-что сказать. Когда ты перечил своей матери, ты согрешил против Бога. Потому что Бог говорит, что ты должен почитать ее, и тебе придется ответить перед Ним за это. И не только это, но ты согрешил не только против Бога, но ты согрешил еще и против своей матери. Она спускалась в долину смертной тени, когда она рождала тебя, чтобы дать тебе жизнь. И каким неблагодарным ты был, когда ты разговаривал так со своей матерью. И тебе придется ответить перед Богом сначала, потом перед своей матерью. Но я хочу сказать тебе кое-что еще. Она не только твоя мать, но она и моя жена. И ты не будешь так разговаривать с моей женой. Теперь тебе приходится иметь дело не только с Богом и твоей матерью, но еще и со мной. Потому что ты проявил неуважение к моей жене. Знаете, когда я это прочитал, я понял, что я бы не хотел бы быть на месте того парня. Потому что он действительно вывел отца из себя. И вы знаете, именно так благочестивый муж, отец должен заступаться за свою жену. Именно так хороший человек должен воспитывать своих детей. Смотрите, Бог создал семью совершенной, мужа и жену. И у каждого есть своя роль. Он не создал нас для того, чтобы мы соревновались друг с другом, соперничали и выясняли, кто лучший. Мы разные, мы для разного созданы. Вы понимаете? И когда каждый осознает свою роль и исполняет ее, знаете, что происходит? Все становится хорошо. Весьма хорошо. Потому что нехорошо быть человеку одному. Итак, мамой быть тяжелая работа. И муж, отец, он призван помогать. Возникает вопрос, а что, если у женщины нет благочестивого мужа? В нашем обществе сейчас, да и всегда было в человечестве, который мог бы ей помочь. Что если в доме нет мужа? Или что если муж не является таким отцом, каким он должен быть? Если он не справляется со своими обязанностями? Как тогда ей справиться вообще со всем этим? Вы знаете, у Бога есть запасной план на этот случай. Давайте посмотрим послание Титу, 2 глава, 3-5 стих. Павел здесь пишет. «Учи пожилых женщин, чтобы они жили так, как подобает тем людям, которые служат Господу». Еще раз. «Учи пожилых женщин, чтобы они жили так, как подобает тем людям, которые служат Господу. Пусть они не будут клеветницами, не злоупотребляют крепкими напитками и будут хорошими учителями». Если ты уже зрелая женщина, ты вырастила своих детей или не вырастила, но ты уже зрелая, ты уже понимаешь, что в этой жизни. Тебе нужно поступать так, как те люди, которые служат Господу.
не клеветать, не ходить, сплетни не распускать, на пробку не наступать, потому что женский алкоголизм страшен. Но что? Быть хорошими учителями. У тебя есть опыт, которым ты можешь поделиться. 4 стих. Пусть они наставляют молодых женщин любить своих мужей и детей, всегда быть сдержанными и непорочными, заботиться о своих домах, быть добрыми, послушными своим мужьям. И тогда никто не будет осуждать Слово Божие. Смотрите, если мужа нет, но в отличие от Евы, у современных женщин есть преимущество, что у нас есть сестры, есть мамы, бабушки, у кого-то есть, у кого-то нет, но в церкви есть. И они могут в какой-то мере, смотрите, ничто не заменит отца в семье. Но как-то облегчить и помочь мы можем. Вы понимаете? В притчах, 27 глава, 17 стих, говорится, что железо железо острит. Давайте я в современном переводе прочитаю. А железо точат люди железные ножи. Также и друг способствует развитию твоего разума. Я думаю, что многие согласятся, я даже не знаю. Я всегда любил общаться с кем-то, кто в чем-то силен. Вообще с разными людьми. Знаете, предпринимателям важно разговаривать с предпринимателями. Ты подчерпываешь какие-то новые идеи, какие-то новые возможности, новые способы чего-то. Если ты готовишь что-то, то хорошо общаться с тем, кто тоже умеет готовить. Может поделиться какими-то секретами, рецептами, еще что-то. Друг способствует развитию твоего разума. То же самое касается женщин, когда это касается семьи, детей, мужа. Вы понимаете? Мы к этому призваны не сплетничать, не обсуждать, но помогать. Железо железо острит, железо железо точит. Бог хочет, чтобы уже зрелые женщины в собрании были рядом с молодыми женщинами и помогали им, утешали, ободряли, давали советы, ресурсы, может быть. Вы понимаете, да? Не сплетничали, не уничижали их, потому что зрелая женщина может так к ногтю или под каблук запихать, что и не выберешься оттуда. Да? Если она опытная. Но были рядом с молодыми, утешали, ободряли, давали советы и ресурсы. Потому что Бог никогда не предполагал, это не был изначальный план Божий, что женщины будут выполнять все материнские обязанности в одиночку. И Бог не ожидал, что Еве или какой-либо другой матери придется это делать одной. С этим как бы разобрались, да? Пока все хорошо? Есть просто еще одна часть вот этой вот истории Евы, которая мне показалась интересной. Вы знаете, что даже после того, как Ева согрешила, Бог все еще любил ее. Венец ее творения. Даже после того, как она разрушила свою семью, разрушила свой брак, в каком-то смысле, да? Сознательно ослушалась его, Бога. Бог все еще любил ее. Знаете, откуда я это знаю? Почему я могу так утверждать? Давайте посмотрим. Бытие 3 глава, 21 стих. Господь Бог сделал для Адама и его жены одежду из шкур животных и надел на них. Кто-то может сказать, ну и что? Подумаешь? Как-то не очень впечатляет. Ну и что, сделал им одежду. Вы помните, да, что изначально Адам и Ева, они были нагие. И они как бы не заморачивались в том смысле, что они не осознавали этого до того, пока они не вкусили. Все было хорошо. Они пред Богом так ходили, они перед собой так ходили. Но после того, как произошло грехопадение, они осознали, что они были наги, и им стало стыдно за свою наготу. И вот тут вот такой вот интересный момент. Я хочу, чтобы вы проснулись, кто еще спит. Так,
Ткни так своего соседа. Сейчас будет важное, просыпайтесь. Когда Бог спрашивает Адама, где ты? Ты помнишь, что Адам, он ответил Богу? Давайте посмотрим. Бытие 3 глава, 10 стих. Мужчина ответил, я услышал, как ты ходишь по саду и испугался, потому что я наг и поэтому спрятался. Смотрите, грех Евы и грех Адама заставил их устыдиться. И они из-за этого стали избегать Бога. Это то, что происходит, когда мы грешим. Нам стыдно, и мы не хотим быть пред Ним. И символом их греха была их нагота. Конечно, вы помните, они сами сшили себе одежду из листиков, фиговых листочков, кое-как там прикрылись, но они все равно осознавали, что они нагие, они голые. Но несмотря на их грех, Бог все еще любил Еву, и Он все еще любил Адама. Она была венцом Его творения, она все еще имела значение. Смотрите, Бог сделал одежду из кожи, чтобы прикрыть наготу ее и Адама. И почему это важно? Важно немножко по другой причине. Смотрите, одежда была сделана из кожи. Прочная, надолго. Вопрос, что обычно происходит с животными, чью кожу берут для того, чтобы сшить одежду? Да? Ну, с живого же не будешь кожу сдирать. То есть животное должно было умереть. Смотрите, что я пытаюсь связать. Кто-то должен был умереть, пролить кровь для того, чтобы прикрыть наготу Адама и Евы. И их нагота была символом их греха. Буквально, в прямом смысле. Бог принес первую жертву для того, чтобы прикрыть грех человека. Принеся эту первую жертву, Бог дал Адаму и Еве возможность обрести покой рядом с Ним, чтобы они чувствовали себя комфортно опять рядом с Богом. Когда они вкусили, они осознали, что они голые, что они нагие, им было стыдно, они не могли быть рядом с Богом. Но Бог убил это животное, накрыл их, покрыл их грех, и чтобы они чувствовали себя комфортно, и они опять могли быть в Его присутствии. Вы понимаете? И, конечно же, Бог принес не только первую жертву, чтобы покрыть грех, но и последнюю жертву, чтобы покрыть грех, когда Иисус, Он умер на кресте за всех. И Он принес эту последнюю жертву, потому что любит нас. Точно так же, как Он любил Еву и Адама и принес за них первую жертву. Вчера мы праздновали 8 марта, женский день. И кто-то не празднует, я не знаю, там, корни какие там были у праздника, по-разному там приводят, да, но во что перерос праздник сейчас, лично мне нравится. Вы знаете, мы почитаем женщин, хотя бы раз в году. Делаем им что-то приятное. Я думаю, что наши женщины, они не против. Я с ужасом смотрю на западных женщин, которые говорят, что нам не надо. У мужчины есть потребность в том, чтобы заботиться о ком-то, делать приятное. И если ты его лишаешь этой возможности, что ж ты потом удивляешься, что все непонятно, как у тебя в жизни идет. Если ты хочешь, чтобы у тебя было нормально все с мужчинами, ты должна им позволить, чтобы они для тебя что-то делали. А если ты одеваешь рабочий комбинезон, рабочие рукавицы и начинаешь входить в горящие избы, коней останавливать и так далее, и мужчины потом шарахаются. Я хочу, чтобы мы понимали, что первая женщина, Ева, не так уж сильно отличалась от наших женщин. Так же, как и наши женщины. Ева согрешала, не все делала правильно. Но вы знаете, кое-что она сделала правильно. Что-то в ее жизни она сделала правильно. И это что-то, вы знаете, она пыталась построить жизнь своих детей вокруг Бога.
пыталась донести своим детям ее любовь к Богу. Откуда я это знаю? Давайте мы посмотрим. Бытие 4 глава, 1 стих. Адам познал свою жену Еву, и она родила ребенка, которого назвали Каином. С помощью Господа я сотворила мужчину, сказала Ева. Смотрите, а потом позже, вы помните, что первое нам вообще говорится о Каине и Авеле, когда они выросли, они стали мужчинами? Они принесли жертву Богу. Как они узнали, что это вообще нужно делать? Как им это в голову пришло? Бог не давал еще никаких заповедей, что Творца нужно почитать. Знаете, я уверен, что это произошло потому, что Ева рассказывала им о том, что значит Бог для нее, что Он сделал для нее в ее жизни. Как здесь она говорила, с помощью Бога я сотворила мужчину, или я сотворила человека, когда она родила. Я уверен, что это произошло потому, что Ева рассказывала им, детям, пока они росли, пока они были маленькие, что Бог, Он значил для нее. И пыталась научить их чтить Бога в своей жизни. Что есть кто-то, на кого нам нужно полагаться. Творец. Знаете, почему я так верю? Потому что я смотрю, у меня жены здесь нет, чтобы ее в краску не вгонять. Мои родители были, в советское время росли, были неверующие, так скажем. У нас не было принято каких-то вещей, бабушки были глубоко верующие люди, но родители не воспитывали в этом. Но я смотрю на свою жену, что она делала для моих детей. Вы знаете, пока дети росли, каждое воскресенье она следила за тем, чтобы они посещали воскресную школу, чтобы они ходили в церковь. И каждый вечер она читала им библейские истории, пока они все имена не выучили наизусть, всех персонажей. И каждый день она рассказывала им о том, что Бог сделал в ее жизни, в моей жизни, и что Он сделал в их жизни. Я верю, что вот как жена, она любит Бога. Вы знаете, дети, они тоже полюбили. Я думаю, что каждая благочестивая мать и все мы вообще должны мечтать о том, чтобы, знаете, быть настолько влюбленными в Бога, в Иисуса, чтобы дети, с которыми мы общаемся, могли почувствовать, как Он много значит для нас. Здесь ты не говоришь какими-то словами, не убеждаешь их. Они просто смотрят на твою жизнь. И они понимают, что это работает. И они говорят, что да, я хочу тоже. Так же. Они хотят, чтобы это то же самое было в их жизни. И вы знаете, я думаю, что то же самое с мужьями. Если женщина у вас, у кого-то неверующие мужья, самый эффективный способ – это чтобы он увидел, как твоя жизнь, она меняется, и что в твоей жизни есть что-то такое, чего у него нет, и чтобы он захотел это иметь так же. Что это за Бог такой? Я тоже хочу. Потому что если ты ведешь себя неподобающим образом, не так, как Бог, Он говорил, мы должны вести себя, то какой пример ты подашь, и кто захочет иметь такого Бога? Вы понимаете? Только отталкивать будем. Нет, спасибо. К такому Богу я не хочу пойти. Но почему я говорю, что Ева была совершенной женщиной? Ее дети, они захотели. И несмотря на все ошибки. Аминь.